Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. В Ахмат-Юрте прошли масштабные религиозные обряды. Их приурочили сразу к нескольким важным событиям. Подготовка к Кавказскому инвестиционному форуму идет на высоком уровне. Помощник председателя правительства России Муслим Хучиев провел совещание оргкомитета в Грозном. Проведением этого форума является на федеральном уровне большое внимание. Конкурсы, концерт и праздничный торт для всех гостей. В Грозном отметили День России. В Ахмат-Юрте прошли масштабные религиозные обряды. Их приурочили сразу к нескольким важным событиям. Зикр и Мавлид совершили в честь праздника Идаль-Адха, по случаю бракосочетания Али Кадырова, внука первого президента Чеченской Республики, и в честь чеченских бойцов, участвующих в СВО. Для этого верующие собрались в доме главы региона. В своих дуа они просили Всевышнего милости и прощения для Ахмата Хаджи Кадырова, брата главы Республики Зелимхана, и для всего чеченского народа. ومخكداوش رمضان حج والشح بولد اللوي شين زودل شلوش أنتن عيلين زوديالين شين خيل بوش بولقاء شين خيل دوش دول دقها أم أسدير ساعة دوقش وين بلرش أحمد حج شين ديدا توت أولوح شنخ ديكي بريجي زيلم هذا قالوش اشتاق قردوش الأويلين مصو متر ونوخشيش الأدم شقيق نقوه طعن الحمد لله دوق ساعة دلنا اشتاق ساعة ديل حي غور بيامر حي غور هو يجش خينح حجدش هو بط شحنس دلهر يقول تريشا نعمة دو هند شو غرب بك حلهرش اتدين شح هنا عمل دل يرجع شر شح ينش مصو عمل اليزيو شلغو هو بط شوح وإتدين شوح حاجن زبان بوش بولشو وين حاجوشه وين مخقع دنيا نشري مصو متيرة حاجن كلش ديل قيخية مية ستيش بوسل بناخ دعنش ديش دل عباد ديش والبوت بوهر هوت ديق وهوت صح والشي حقه إيش دقاء لاسنا هربوت دقاء لاسنا ديل ريز ورش دول ديكونك ساغ داقر دلحق ديل حيه هو ذكر دلحق غيل شنو غدر دلحق مسو كيبر اللي لدر ديل ريز ورش دو إن يقبق ويثهنا ما يحكداس وين مقر الدنيا وين سنة ليرن يحرلات تتو إن دال إثني يحقين شاول اللويتسن وين قومنا تهنا سيل الليو ويقوم تهنا يسبح الليو ويقوم تهنا دزل لدو أشكي برا مخك بالا بولش قوم بالا بولش قام إرسيل داخ در قوم دح قهي قرشين إرسيتش والو مخك داخلر وين دوق نعمة دو دالت إحي بيركتي ويل إزر بيركت دعش يعني إنوس خليت ويل تاكيرت ويزغل وش دال مصو ديكني وين كذا قيل مصو هو يدال الردويل. Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров в ходе рабочей поездки в Казань встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сопровождал Ахмата Кадырова его первый заместитель Умар Даудов. На встрече обсудили организацию спортивных мероприятий различных масштабов, совместных проектов и дальнейшее сотрудничество регионов в сфере спорта. Хотелось бы сказать слова благодарности за теплый прием и большой салам от Рамзана Ахматовича. Также Ахмат Кадыров принял участие в церемонии открытия игр БРИКС, которые проходят в Казани. Эти игры проводятся впервые для России, принимают в них участие около 5000 спортсменов из более чем 90 стран. В Грозном обсудили подготовку к Кавказскому инвестиционному форуму. Помощник председателя правительства страны Муслим Хучиев провел совещание с министрами и главами муниципалитетов региона. Обсудили организационные и технические вопросы предстоящего форума, который пройдет с 15 по 17 июля. Первый Кавказский инвестиционный форум в текущем году будет по России в городе Грозном. Сегодня мы собрались для проведения заседания регионального инвестиционного штаба по подготовке КИФ
И проведению этого форума уделяется и на федеральном уровне большое внимание. Он реализуется в соответствии с указом президента страны Владимира Владимировича Путина. Утвержден соответствующий комитет на федеральном уровне, который возглавляет новых. И распоряжение главы Чеченской Республики утвержден действующий состав нашего комитета, что вызывает на нас соответствующие обязанности в части оперативной и качественной работы всех необходимых вопросов и мероприятий для организации проведения данного форума на самом высочайшем уровне. Хучиев поручил ответственным лицам усилить работу и повысить показатели по всем озвученным вопросам. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию в честь священного праздника Идаль-Адха. Нуждающимся семьям во всех районах республики передали продуктовые наборы. А семьям бойцов, погибших на СВО, оказали финансовую помощь. Им передали по 10 тысяч рублей. Добавлю, что такую поддержку региональный общественный фонд оказывает регулярно. Журналистка-мусульманка, рассказывающая о преступлениях Израиля в Палестине, получила международную премию за храбрость. А в столице Австрии самой популярной религией среди школьников стал ислам. Эти и другие новости из мира мусульман в рубрике «Умма». Ислам – самая популярная религия среди учеников начальных школ Вены, сообщает Austria Today. Многие школьники являются мусульманами, меньшая часть – католиками и православными. Значительная доля не придерживается религии. В связи с этим чиновники предложили сделать уроки «Жизнь в условиях демократии» обязательными для всех с 1 класса. Цель – передача демократических ценностей и знаний о мировых религиях. Палестинская журналистка Маха Хусейни получила премию Международного фонда женских СМИ за храбрость в журналистике. Она опубликовала сотни репортажей о войне в секторе Газа, включая материалы о массовых убийствах. Ее работа используется юристами как доказательство геноцида палестинцев израильской армией. Я рада, что мир услышит голос палестинцев, но это далось высокой ценой, сказала Хусейни. За 8 месяцев войны были убиты более 150 журналистов. Пожар на юге Кувейта унес жизни как минимум 35 человек. Также пожарные извлекли из-под обломков около 15 раненых. Некоторые в критическом состоянии. Причиной чрезвычайного происшествия стало большое количество газовых баллонов на первом этаже здания. Возгорание произошло на кухне ресторана рано утром, когда большинство жителей спали. Несколько человек погибли, выпрыгнув из окон. Мусульманам России разрешено употреблять мясо ламы, если забой соответствует требованиям ислама. Такое заявление сделал муфти Москвы Ильдар Аляутдинов в контексте заинтересованности Боливии в экспорте мяса ламы в Россию. Он отметил, что лама, относящаяся к семейству верблюжьих, является приемлемым продуктом для мусульман, хотя для россиян это может быть экзотикой. На этом все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Фестиваль «Вместе мы, Россия» прошел на бульваре имени Махмуда Исымбаева в Грозном. Его приурочили к Дню России. Для жителей и гостей столицы состоялся концерт известных чеченских исполнителей. Также все желающие смогли поучаствовать в творческих конкурсах и спортивных турнирах. Для гостей фестиваля приготовили и большой праздничный торт. Победителям конкурса вручили ценные призы. Фестиваль организован Министерством Чеченской Республики по делам молодежи совместно с молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат». Очень приятно, что я выиграла. Я не ожидала. Большое спасибо моим преподавателям и, конечно же, организаторам, которые все это устроили.
Жизнеописание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Конкурс с таким названием прошел среди детей-сирот. Его приурочили к празднику Идаль-Адха. Организатором выступил благотворительный фонд «Даймох» при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. السنة والكونكورس كحق ده شوي غوشة خات بالغ تعبير شخينا بيش عم درسونا خاتير صاحب الردي تلش عنده سارة تخبيد ويت تخان زمان شو عم ويشيات بوشة بدما هنس بقى جانا دخبوشان سخوش دلمش خلشه أما هنس يخوش دلش أورن خوش خلشه يحد أيوه زمان شو حقي يخوش جان أتخذوا الله إشتا باش بلشتو. На первом этапе конкурса дети выполняли письменные тестовые задания, а уже на втором давали устные ответы на вопросы из билетов. Знания детей оценивало компетентное жюри из числа богословов. По итогам испытаний первое место занял Мансур Акбулатов, второе получила Мукмина Бисултанова, а третьим стал Ислам Завриев. Всем участникам и победителям вручили ценные подарки. Нанс дик ами бош, этин дикалитин госхетитал. Кихала датер, кихалма датери. В преддверии священного праздника Идаль-Адха благотворительный фонд «Даймох» провел масштабную благотворительную акцию. Для онкобольных детей организовали яркое шоу в Грозненском дельфинарии. Содействие в организации праздника также оказало чеченское отделение Всероссийского общества инвалидов и Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. Хава Айдамирова продолжит. Представление актеров Грозненского дельфинария с первых минут приковывает внимание маленьких зрителей. Симбиоз персонажей из различных сказок в одном сюжете – одна из самых популярных постановок. Современные светозвуковые эффекты погружают детей в атмосферу борьбы добра и зла. Но в отличие от фантастического мира, эти ребята – настоящие герои, поскольку ежедневно противостоят серьезным недугам. خودش دین و اشکاحه و ویگا دکتر أحيق دلی دکتر میره پریاتش یویا زع بیشد بو بیش مسنا اشتا سنا خسخت و بیش سیر سمو داخل سانس قدرت شلوش غربان دبوشتول تنسمي سلسان محن سان دوزي ترحمه. Для особенных зрителей организовали яркую программу с дельфинами. Дети с восторгом наблюдали за игровыми морскими артистами. Дельфинотерапия широко применяется в реабилитации детей. Она помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение, а также стимулирует когнитивные функции. В этот раз поводом подарить детям радость и незабываемые впечатления послужил праздник Идаль-Адха. Масштабную акцию благотворительный фонд «Даймох» организовал при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. دا ديكان زبيقان بولشن دا لا ديكمل ديكشنا ديكمل ديكونا أقبالي سمو داقنا خسرت دقسون В конце праздничного мероприятия детям вручили сладкие подарки. Хава Айдамирова, Юсуп Эжиев, Асхаб Керимов. Неделя. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.